Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные турецкие гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное заранее спасибо за ваши лайки и за ваши комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Зачем он вошел в мою жизнь? Для чего мы встретились? Если вам эта тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, подумайте о любимом человеке, либо о том человеке, который вам интересен, либо о том, о ком бы вы хотели узнать. Представьте этого человека, его глаза, его голос, его улыбку. Представьте, что он рядом. Назовите его по имени, задайте ему этот вопрос. Зачем мы с тобой встретились? Зачем ты вошел в мою жизнь? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим. Зачем этот человек вошел в вашу жизнь? Зачем вы с ним встретились? Так. Так, но этот человек, он ваш учитель. Вот как хотите, этот человек ваш учитель. Учитель по жизни, учитель кармический. Очень много уроков этот человек вам в жизнь уже дал и еще даст. Он еще, видите, в горизонте находится, да, с вот этим факелом знаний. Он еще не вышел в вертикаль. То есть еще уроки его для вас не закончены. Не прошли вы еще с ним все уроки. Уроки, кстати, болезненные. Тут, к счастью, как-то особо не пахнет. Конечно, были хорошие моменты, но больше идут как болезненные уроки, которые заставляют вас переживать, мучиться. Если любовь, то любовь такая, знаете, немножечко минусовая, когда очень сильная связь, очень сильная привязка, но она мучит и одного, и другого партнера. Больше вопросов, чем радости, понимаете? Вот такой момент происходит. Вы, кстати, его тоже учите. Вы его тоже очень много учите. Вы вдвоем учитесь в этих отношениях. Для чего вы встретились? Да для того, чтобы пройти кармы. Он свою, вы свою. Вы друг другу на самом деле помогаете. Я вижу, что друг друга вы обижаете, либо обижали, то есть это происходит, причем как-то, ну не знаю, то ли на постоянной какой-то основе. Здесь обиды либо сказанные, либо еще не высказанные, да, не пришло еще время этим обидам выйти. Но тем не менее, уроки вы эти проходите. Знаете, с этим человеком вы познаете просто все грани любви. От наивысшего блаженства до самого темного, не знаю, пространства, да, когда и больно, и тяжело, и все звезды потухли, понимаете, до такого момента. Кто-то уже прошел, а кому-то еще, мои дорогие, предстоит. Но, тем не менее, если вас спросить, хотели бы вы отменить присутствие этого человека в своей жизни, вы, мои дорогие, скажете нет. И он скажет то же самое. Какими бы сложными отношения ваши не были, какими бы мучительными, невыносимыми, все равно, если бы вы вернулись в отправную точку, вы все равно бы пошли в эти отношения. Понимаете, все равно бы вы пошли. Я вижу перед собой очень такую, знаете, требовательную в любви девушку, требовательную в любви. Вы знаете себе цену. Вы хотите именно определенных отношений, не там любых, да, а определенных, чтобы они были с перчиком, чтобы они не были пресные. Вот пресные отношения вы не потянете. Вам будет скучно, нудно, и вы скажете нет. Нет, не хочу, ухожу, не нужны ваши там ни профиты, ни бонусы, ни плюшки. Я не хочу. Подавайте мне страсти, подавайте мне живые отношения, в которых есть жизнь, в которых есть эмоция. Вот у мужчины то же самое. Но мужчина при этом еще, знаете, он считает, что вы просто зажигалка, вы просто огонь. Да? Когда вы горите к нему, вот ему кажется, что
вот у вас самый необычный интим происходит в такие моменты, да, когда вот после ссоры, либо во время ссоры, либо примирительный какой-то, вот он просто наслаждается вами в эти минуты. Понятно, даже вот бывают ситуации, когда он может специально провоцировать вот такие ситуации, чтобы вы, скажем так, вот так страстно примирились. Понимаете, вот два человека, смотрите, вот он, а вот вы. И каждый выносит свое, каждый выносит свою печеньку, да, свой урок, свой бонус. Вы оба учитесь, вы оба учитесь. У кого-то эти отношения будут очень долгими, но знаете, вот что мне идет? Может быть, у процентов всего лишь 10 эти отношения закончатся браком, счастливым браком, ну, как счастливым, долгим браком, да, до конца. Многие вступят в брак и разведутся, либо уже находятся в браке, но в предвкушении развода. Здесь очень малое количество людей вынесет весь этот урок, да. И, кстати, не факт, что вы зайдете в этот урок и закончите его, да. Вы можете всю жизнь прожить с этим человеком, но при этом до конца все узлы кармические не развязать. Вот, а у многих идет ситуация, что вы вот столкнулись, две противоположности, друг друга поучили, помучили, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. И у вас как будто бы такой плацдарм, подготовка к новым счастливым отношениям, в которые вы пойдете, к новой судьбе, к новой любви. А, Знаете, вот мужчина учит вас такой вещи, он учит вас ценить себя, уважать себя, не стелиться, не прогибаться, быть гибкой, но не прогибаться. Знать себе цену, но не продаваться. Или там бесплатно себя не отдавать, да. Мужчина дает вам какие-то вот базисные вещи. Вот реально, в прямом смысле свои базисные, да. Вот как любая женщина должна к себе относиться. Вот то, что он делает к вам, сразу разворачивайте на 180, да. Вот такой вы должны стать. То есть, когда он вас там обижает, вы прощаете, разворачивайте. Когда мужчина там ведет себя каким-то наглым, непотребным образом, то же самое разворачивайте. А вы ему даете мир в душу. Вот он очень беспокойный, очень такой резкий, дерзкий. Ну, дерзкий он не потому, что он там хамло, да, а потому что он защищается. У него очень ранимая душа. И вот с детства как-то у него идет, что он привык защищаться, вот какой-то оборонительной позиции быть. И он обороняется от всех. Вообще абсолютно от всех. Даже от своей мамы может обороняться. Характер очень непростой, очень непростой. И характер ему его, ну не знаю, как пятое колесо для машины, да, для телеги. Этот характер портит ему жизнь, причем портит во всех отношениях. И в личной жизни портит, и на работе, и вот, знаете, даже сам собой. Он иногда сам себя ругает очень сильно. Когда он смотрит на вас, он видит вашу доброту, вашу мягкость, вашу покладистость. И это у него откладывается на подкорке, записывается, да, что нужно быть помягче, подобрее, снисходительней, милосерднее. Вот вы учите его именно этим характеристикам. То есть вы два совершенно разных человека, противоположные друг другу во всем. И в характере, и в мышлении, и в восприятии жизни, и в отношениях. Да, вообще совершенно разные. У вас даже вкусы вообще совершенно разные. Но вы как две противоположности соединились и друг друга обучаете. Обучение проходит сложно, со скрипом, с какими-то там сложными скользкими местами, но тем не менее, пока вы не пройдете эти уроки, вы будете вместе. И если вы разорвете эту связь, поверьте, либо он будет постоянно возвращаться, либо вы будете возвращаться, либо дадут вам кого-то в учителя похуже, ну ему, соответственно, тоже. Что вам делать? Живите. Живите, идите по тому пути, куда вас толкают высшие силы. Вас же, знаете, вот я вижу, вас толкают в какое-то направление, а потом, ну, вы прям видите ответ, да, как я должна была поступить, чтобы там избежать каких-то там неприятных моментов. И вы все равно учитесь, вы меняетесь, вы становитесь другой. Реально становитесь другой. Эти отношения, вот кто сможет пройти все, да, и себя переделать, вот эти люди станут вдвоем очень счастливыми, и прекрасная жизнь их ждет до конца вместе. Но если вы, скажем так, поучитесь и разойдетесь, потому что все-таки я вижу, что тут страсти накаляются, очень сильно накаляются,
то вы сможете построить свои отношения с другим мужчиной и уже на базе вот этих знаний. Вы не будете совершать тех ошибок, вы не будете совершать каких-то опрометчивых поступков, да, и отношения будут очень крепкими, очень стабильными, и вот тот мужчина, который в будущем зайдет в вашу жизнь и будет вашей половинкой, он просто, знаете, как нарадоваться на вас не сможет, будет вами и восхищаться, и любить, на руках носить, потому что вы будете просто уникальная, вы сами себя сделаете, да, изваяете себя. Вот такой момент происходит. Что касается мужчины, но мужчина, понимаете, он пойдет дальше своей жизнью. Будет ли он в паре? Вот, кстати, не факт. Вот тут даже не факт. Может быть, будет пытаться строить отношения, но я вот, кстати, вижу, что мужчина так и не сможет до конца проработать свой сложный характер. Реально не сможет. Это вот уже его какая-то ахиллесова пята, с которой надо жить и с которой нужно смириться. Но, честно скажу, вам еще предстоит с этим человеком испить эту чашу любви, чашу радости, чашу наслаждений. Но иногда будет горчить. Вот поверьте, иногда будет горчить. Но так и задумано. Это задумано высшими силами. Вы видите, вы у меня даже в рисунке на друг друга не смотрите. Он смотрит в свою сторону, на свой грех, скажем так, а вы смотрите на свой. Вот такая ситуация, мои дорогие. Встреча не случайна, эти отношения 100% кармические. Да, непростые, да, сложные. Ну а что, а где вы видели, чтобы в жизни все просто было? Они делают вас сильнее, и его, кстати, тоже закаляют. Все неспроста в нашей жизни. И ваши отношения, они, какими бы они ни были сложными, непонятными, запутанными, все равно это останется с вами на всю жизнь. Когда вы будете совсем бабушкой, вы вспомните свою молодость, вспомните вот эти отношения. И, знаете, не будет ни сожаления, ни каких-то обид, а будет легкая улыбка. Улыбка добрая, воспоминание о, скажем так, родном человеке. Да? Он станет просто для вас родным человеком. Вот такую ситуацию я увидела для вас на песочке, мои дорогие. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.